Здесь представители мэрии есть? Я вижу, акимята кто-то был, да? Мэрия Барсару? Мэрии нет. Вы представляете, мэрия вносит штраф от 1 до 5 тысяч сом с граждан, которые не носят маски. Даже доктора говорят, в открытом пространстве маски не нужны. В закрытом помещении маски должны быть, в открытом не нужны. Как вы их собираетесь штрафовать? Плюс одна маска стоит в аптеке 12 сом, на базарах 20-25 сом. И в день, согласно заключению врачей, в день маски надо менять каждые 3 часа, то есть в день 50 сомов. Как вы собираетесь штрафовать людей, у которых не было дохода 1,5 месяца? Урматтой өкмөт. Это же издевательство. Потом вы удивляетесь, что в регионах бунты назревают. И те люди, которые к таким заключениям приводят, я прошу вас, өкмөт, связаться и объяснить уважаемому мэру и всем сотрудникам, что есть вещи, которые надо брать в расчет. Потом эти очереди за справками в налоговой, это вообще абсурд и нонсенс, уважаемая налоговая. Зачем люди там кучкуются и стоят и разносят вирус? И бессимптомники бар деп өзүңөр айтып атасыңар. Аларды ар бир райондун азыр маңдайына карасаңыздар, 100 адам турат. Это вообще такого не должно быть. Или вы каждого гражданина, у вас же не базы данных, у вас нет синхронности между ведомствами. Зачем такое придумывать и усложнять жизнь этим людям? В режиме ЧП, в режиме ЧС государство обязано обеспечивать не только крайне уязвимых, но всех, кто в этом режиме не работает, включая госслужащих тоже. Но мы же этого не делали, а теперь, выпуская их на свободу, мы говорим, мы публично не можем признать, мы боимся распространения вируса, поэтому мы не дали возможность выйти на работу маршруткам. Мы не даем возможность работать автобусам. Надо же это просто признать, давайте открыто разговаривать с населением. Оно не понимает, что происходит. И оно только видит 120 миллионов транш второй. А что вы дыры латаете, государство об этом не знает. И я думаю, таможня и налоговая, вы сейчас должны открыто признать, что мы все эти 30 лет живем за счет авансовых платежей. И что реальная картина через 2-3 месяца по полной программе вылезет. Поэтому МВФ открытым контекстом говорит, Кыргызстан на грани банкротства. Когда вы это признаете и будете с народом говорить откровенно, тогда и народ начнет вас слушаться и слышать. А сейчас только они видят, что поступают деньги, но они не понимают, куда их расходуют. И вчера Алайдан келген бир жигит видео тартып атат. Находится в больнице, главврач говорит, прямо на камеру уялбай, главврач этой больницы говорит, если сенде коронавирус чыкпаса, анализ боюнча, жаткан тамагың үчүн сен төлөйсүң деп. Ушундай доктурларды кармаган Минздрав. Каяктап атасыңар? Конечно, он ел ишенбейт. Конечно, будет скрывать симптомы, бессимптомно друг друга будем заражать. Люди боятся, янда мен де төлөтөт турбайбы деп. Зачем придумывать такие вещи? Штрафы в день, когда люди не работают. Экинчи, мына маалымат булактарына чыгып атат, интернет булактарында. Сокулуктагы тиги продукты саткан элдерди центр базардан кууп, милиция кууп атат да. Ошо сокулук вообще не везет на акимов да. Жарыба койду да. Өкмөт түшүндүрүп бергилечи. Эмнеге Бишкектеги продуктовый базар, Орто Сайскиден, Дордой продуктовыйдан, Аламбидин продуктовыйдан, чем отличается Сокулук продуктовый? Им, во-первых, они в город не могут заехать, чтобы хоть каким-то бизнесом окат кылганы. Запрет коюп койдуңар, блокпостторду. И иштебеген термометрмен, я не знаю, зачем это, конечно, все придумано. А сейчас еще жазып атат, теги окатын кылса, продуктларын баарын жүктөп алып, милиция жүктөп кетип атат. Вы зачем так издеваетесь над людьми? Мы не помогаем государству, так хотя бы оставьте их в покое, пусть они зарабатывают. Эркен Шамшидинович, это вам не уточним, это вот видео, я вам хотите сейчас покажу, прям видео, как они там милиция продукты у них забирает. Если государство не могут кормить, хотя бы не издевайтесь так. Үстү жактан теги кара десеңер, ылый жактан башка чаптырган токтотуш керек да. Анан таң калып атасыңар, эмнеде региондордо эл ызычуу болуп атат деп. Үстү жактан өкмөт бир посыл берип атабыз. Биз бул жактан башкача посыл берип атабыз. А ортодо ылдый жакта иштегениңер ушундай бир кызыктаа система болуп атат да. Это откровенный саботаж происходящего. А простые граждане вот так будут разбираться. Вообще-то прекращайте вот такие вещи. И маразм с справками тоже прекращайте. Вы добьетесь бунта, понимаете? Лучше Минздрав, Мадемир Каратаевич, отрасль, давайте разъяснительные работы делать. Давайте людям разъяснять, что маска – это правильно. В открытом пространстве маски не нужны. В закрытом помещении они нужны.
Это же вы, как медик, лучше меня знаете. Түшүндүрбөйсүңөр жанындагы шефтериңерге. Эмне күчкө салып, эште чыккандарда 5000 сом штраф салат дейт. Bir күндө масканы дегенде алмаштырган жоксуң. Он просто эту грязную маску месяц будет носить, и милиция көргөндө будет одевать. И вы еще хуже людей ортасыңар анда. Уже все, хватит издеваться. Эл ишенбей калды, бизге да ишенбейт. Силерди